Впервые в современной истории республики Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны в добыче золота. Десятки нарушителей составленных административных протоколов на Зеленом лугу столицы прошел рейд по безопасности на водных объектах. Сегодня 8-я годовщина образования Следственного комитета России. Руководство управления региона отметило тех, кто проявил доблесть и отвагу на службе. В эфире телеканала «Якутия-24 новости». Мы расскажем вам о главных событиях к этой минуте. С вами Василий Раченко. Здравствуйте. Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота. Впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку в 28 тонн. Об этом сообщил глава Кабмина Якутии Владимир Солодов. А развитие ключевых инвестиционных проектов в отрасли позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и угля, достигнув 12 и 17,7 миллионов тонн соответственно. Во многом таких результатов удалось достичь благодаря открытию новых угольных фабрик и месторождений драгоценных металлов. Вице-премьер правительства республики Кирилл Бычков подвел итоги работы в направлениях связь и инновации, строительство, инвестиции, предпринимательство и внешние связи. По его словам, проблема обманутых дольщиков в Якутии должна быть полностью закрыта к 2022 году. Это станет возможным благодаря изменениям закона об участии в долевом строительстве. С одной стороны, они защищают от недобросовестных застройщиков, но с другой могут повлечь подорожание жилья. Также за прошлый год 134 молодых семьи получили новые квартиры. И Якутия с 2019 года начинает реализацию второго этапа переселения граждан из аварийного жилья. Ежегодно на строительство и покупку жилья на вторичном рынке регион намерен тратить около 17 миллиардов рублей. Об этом заявил министр строительства республики Павел Аргунов. Якутия на реализацию программы из федерального бюджета получит 60 миллиардов рублей. Кроме того, порядка 20 миллиардов выделят из регионального бюджета. На сегодня уже сформирован реестр. Это 3500 жилых домов или 1 миллион 137 тысяч квадратных метров, где проживает более 60 тысяч граждан. По словам министра программы, программа затронет все районы, но больше всего аварийного жилья сейчас в Якутске, Нерюнгре, Ленском, Мирном, Мегино-Кангаласском, Намцах, Хангаласском и Алданском районах. Председатель Государственного собрания Илтумен подвел итоги осенней сессии 2018 года. За 3,5 месяца деятельности парламента 6-го созыва депутаты приняли 133 нормативно-правовых акта, из них 42 закона республики. Впервые в истории сформированы 4 фракции и утверждена стратегия развития республики в законе. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Госсобрания Петр Гоголев. Депутаты на текущий год планируют рассмотреть новую редакцию закона о северном домашнем оленеводстве. На федеральном уровне планируется работа по регулированию добычи мамонтовой фауны, а также охраны и рационального использования вечной мерзлоты. Нам надо будет свои государственные программы подвести под национальные проекты. То есть будут и как правительство, так и Государственное собрание Илтумен будет ждать большая работа, совместная работа по управлению, что ли, скажем так, наших государственных программ под те цели и задачи, которые у нас поставлены республике со стороны Российской Федерации. Обеспечить безопасность наводных объектов в зимнее время. Сегодня в рамках операции «Ледовая переправа» и месячника безопасности на Зеленом лугу переправы реки Лена проведен совместный рейд административной комиссии города Якутска с инспекторами ГИМС и сотрудниками ГИБДД по выявлению несанкционированных выездов автотранспорта на Ледовую переправу. В ходе операции остановили десятки нарушителей, в отношении которых составили протоколы об административных правонарушениях. На территории Республики Саха-Якутия из запланированных 48 ледовых переправ функционирует 40. В черте города Якутска 3 функционируют. Якутск, Нижний Бестях 30 тонн, Кангалас и Сотинцы 20 тонн и Хатас и Павловск 40 тонн.
Построить и реконструировать 400 объектов водоснабжения станет возможным благодаря федеральному проекту «Чистая вода». Объем финансирования составит 245 миллиардов рублей, включая деньги федерального, региональных бюджетов и инвесторов. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Цитата: «Основная цель реализации проекта – это увеличение доли россиян, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения». Эта задача определена в майском указе президента России. Проект сложный, но мы приложим все усилия для его реализации, прокомментировал глава Минстроя России. Оценка качества воды будет производиться в соответствии с методикой Роспотребнадзора. Предложение якутян по развитию Дальнего Востока примет заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Точенов. Сегодня он с рабочим визитом приехал в столицу Якутии. На данный момент от якутян принято около 106 предложений по 8 направлениям, которые презентует наша рабочая группа, отметил председатель Общественной палаты Республики Алексей Сергучев. На совещании будет озвучено 4-5 самых крупных проектов. Самые популярные из них коснулись вопросов экологии, ЖКХ и транспорта. Также в рамках своего визита Александр Точенов посетил первый на Дальнем Востоке парк высоких технологий в Якутске, открытие которого состоялось накануне Нового года. Здесь есть проекты, которые занимаются играми, бизнес-приложениями и обучением в сфере, так скажем, IT и дизайна. Также у нас есть лаборатории, в которых резиденты могут что-то изготовить, либо создать какой-то продукт без необходимости приобретения дорогого оборудования. То есть оборудование мы предоставляем, также предоставляем помощь в работе с ним, экспертизу. И одна из важных функций IT-парка – это общение айтишников между собой. Тем самым они обмениваются опытом и получают от этого еще больше пользы. Сегодня страна празднует 8-ю годовщину образования Следственного комитета Российской Федерации. Руководство управления Следкома по Якутии отметило лучших следователей, которые, проявив доблесть и честь, довели до конца сложные уголовные дела против сексуальной неприкосновенности детей, жесткого убийства с целью сокрыть другое преступление и многие другие, которые вызвали широкий общественный резонанс. Также в этот день дали присягу новые сотрудники. В любое время дня и ночи, в любое время суток, практически независимо от каких-то семейных, личных обстоятельств, наши следователи-криминалисты по первому зову выезжают на место совершения преступления, где тщательно, скрупулезно проводят первоначальные проверочные либо следственные мероприятия. Конечно, огромную благодарность сегодня хочется выразить нашим уважаемым ветеранам, которые щедро делятся своим опытом с молодыми следователями и передают им основные азы следовательской работы. Майкл Джексон, Шрек, Агата Кристи и все как настоящие. В выставочном зале Национального художественного музея расположили восковые фигуры из Санкт-Петербурга, которые пришлись по нраву как детям, так и их родителям. Выставку посетила и наш корреспондент Ольга Башук. Сказочные герои, персонажи наших любимых мультфильмов, спортсмены, историки, политики, звезды шоу-бизнеса. Здесь есть все, но звезда этой выставки – ожившая мумия. На выставке представлено более 60 экспонатов. Это персонажи из разных стран, эпох, есть даже вымышленные герои. Но самое главное, что их легко можно спутать с настоящими людьми. Музей восковых фигур прежде всего не преследует портретное сходство, а преследуем мы момент «остановись мгновение». То есть замирает персонаж на определенном повороте головы, с определенной мимикой и с определенным жестом рук, также положением тела. И это придает еще больше реальности тому или иному персонажу. На создание одной фигуры уходит от 1,5 до 2 лет, и над ней работает 15 человек. Костюмеры шьют одежду, подбирая ее под эпоху и время, в которых жил персонаж. Чтобы фигура выглядела максимально реалистично, используют даже настоящие зубные протезы и натуральные волосы.
Для изготовления фигуры используются натуральные человеческие волосы, которые впаиваются непосредственно в воск. Над этим работает пастижер. Есть такая профессия, которая впаивает по 2-3 волоска, и тем самым создается объемная шевелюра. То есть мы не используем парики. Также для создания бороды используется такая технология. Мы можем это видеть очень отчетливо на фигуре Жана Рено. И для создания более подобного и живого персонажа мы используем как и седину, так и другой цвет волос. Выставка объединяет как взрослых, так и детей. Организаторы уверяют, скучно не будет, и каждый найдет экспонат по душе. Мы пришли с семьей, и мне кажется, эта выставка будет интересна и взрослым, и детям. Фигуры реалистичные, очень красивые. Первый раз пришел, очень красиво, как правдоподобно, все нормально. Мне фигуры Геракла, Аватара, вот, Мумия, вот такие фигуры нравятся. Выставка восковых фигур будет работать до середины февраля, после чего экспонаты отправятся дальше – на Сахалин и Камчатку. Ольга Башук, Павел Пахомов, Якутск. В Мирном ежегодно выбирают 10 лучших спортсменов. Обычно этот список возглавляют представители сильного пола, борцы, боксеры, легкоатлеты. В 2018-м первую строчку десятки возглавила девушка. С Маргаритой Калашниковой встретилась моя коллега Анна Винокурова. С виду хрупкая Маргарита Калашникова легко может выполнить самые сложные физические упражнения. Девушка подтягивается более 20 раз, а в армрестлинге может дать фору и мужчинам. В прошлом году Маргарита выиграла Кубок Урала. Это дало ей право участвовать в 2019-м на чемпионате России. В 2013 году также была попытка прийти в армрестлинг, но тогда супруг настоял, чтобы я отказалась от этой идеи, так как говорил, что будут болеть руки. В принципе, это тяжело физически заниматься. И как-то я отступила в 2015 году, когда Вячеслав Александрович пригласил, я согласилась, попробовала, мне очень понравилось, и теперь ни шагу назад. Тренер Вячеслав Бузыкин заметил спортсменку 4 года назад и предложил заниматься у него. Уже через 1,5 года тренировок Маргарита стала чемпионкой Якутии. Сразу, только пришла в зал, было видно, что антропометрия, генетика для армрестлинга. Прямо только для него. Я был рад, на самом деле, что появилась такая спортсменка. Сейчас Маргарита с тренером готовится к самому главному в ее жизни старту – чемпионату России. Первенство состоится уже через 1,5 месяца. В конце февраля в Чехове соберутся сильнейшие спортсмены страны. Поборется за звание лучшей и айхальская девушка Маргарита Калашникова. Анна Винокурова, Альбина Шарафетдинова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и всего вам доброго.